Благодарю, дорогая Татьяна Валерьяновна. Дорогие коллеги, я сейчас уже написала вам обращение, приветствие от Института художественного образования и культурологии Российской академии образования. И мне очень захотелось назвать вас хранителями раннего детства. Приветствую вас в рамках фестиваля. Очень рада тому, что в формате организации поддержки инновационной деятельности находятся такие интереснейшие формы общения. Давайте подумаем вместе, что же означает слово «фестиваль». Оно сегодня стало привычным в широком социуме, в профессиональном партнерстве и общении. Мы все чаще и чаще обращаемся к этому понятию. Во-первых, это, конечно же, площадка для коммуникации. Фестиваль – это всегда площадка, но эта площадка не имеет границ. Ни временных границ, ни пространственных, потому что к такому мероприятию могут подключаться по своему желанию, по зову сердца те, кто причастен к проблемам, заботам о раннем детстве. Поэтому границы временные и пространственные очень условны. Конечно, есть точка трансляции, есть некий круг специалистов, которые приглашены, потому что все равно есть программа намеченная, но формат фестиваля позволяет очень свободно излагать свою точку зрения, делиться своим инновационным опытом, высказывать пусть даже дискуссионные мнения, идеи, подключаться к экспертному мнению и так далее, и так далее. Поэтому вот в таком очень свободном, очень современном формате мы с вами начинаем сегодня наш профессиональный разговор. И, конечно же, в фокусе нашего внимания находятся проблемы и заботы о раннем детстве, потому что это самый нежный, самый хрупкий, самый очаровательный. Так, Татьяна Валерьяновна и мы в нашем инновационном поле называем этот период детства, когда анонсы делаем. Невозможно, рука не поднимается написать или голос даже не звучит, сказать как-то формально. Это действительно уникальнейший этап жизни человека. И очень ценно то, что к поддержке раннего детства, к созданию условий для развития в этом важном периоде жизни человека причастны профессионалы с большой буквы. А именно такие специалисты приходят работать в группы к детям раннего возраста. И такие специалисты организуют среду, управляют, потому что это не только воспитатели, это, конечно, управленческие команды, это команды специалистов методической службы. Я знаю, что в Республике Коми прекрасно работает, во-первых, конечно же, кафедра сопровождающей деятельность инновационных площадок, весь институт, Республиканский институт развития образования. И в рамках вашего института развития образования действует уникальный консультационный центр, уникальные формы сотрудничества, поддержки семьи. Поэтому, конечно, мы говорим сегодня о таком партнерстве, широком партнерстве, профессиональном в первую очередь, но и широком социокультурном партнерстве. Поэтому во имя раннего детства, для защиты детства, для развития ребенка в период раннего детства. И несколько буквально тезисов для того, чтобы еще раз сейчас подумать вместе о том, насколько ценен, насколько важен и насколько уникален этот период жизни человека. Почему мы говорим о человеческом человеке младенческого раннего возраста? Владимир Виктор Иванович Слободчиков так говорит. Культурологи, философы, физиологи, специалисты самых разных сфер говорят на разном языке, оперируют разными данными из своей сферы научной, но все равно сходятся в том, что до 3 лет в период, и даже не только от рождения, а затрагивает сегодня и пренатальный период, до рождения, потому что это тоже уже важный период жизни уже живого существа. И до 3 лет происходит то, что связано с освоением базового социокультурного опыта. И не случайно сегодня уже известно и даже доказано, доказательно наука оперирует данными о том, что примерно половина социокультурного опыта, подчеркну, базового, того, что связано с жизненными навыками, умениями, привычками, с опытом коммуникации, с опытом позиционирования самого себя, с познанием самого себя, начиная со своего тела, с органов чувств, сенсорика, межсенсорная интеграция и так далее, и так далее. Вот определим эту веху в жизни человека. Примерно половина
социокультурного опыта, насколько это важно. Поэтому, конечно же, на помощь детям в этом огромном труде освоения окружающего мира, познания окружающего мира, принятия этого мира приходят педагоги, уникальные педагоги, удивительные педагоги, те, кому равных, наверное, по не столько даже по профессиональным компетенциям, сколько по личностным качествам, по человеческим качествам, потому что это люди, которые умеют открывать мир вместе с детьми, умеют радоваться миру вместе с детьми, умеют удивляться миру вместе с детьми. Мы прекрасно сегодня знаем о том, что педагогика раннего детства – это педагогика радости, педагогика удивления, но она не будет таковой, если не будет со-радости, со-удивления, со-открытия. И, как показывает опыт инновационных площадок, в том числе инновационные площадки, связанные с поддержкой раннего детства, именно таким опытом, именно такими уникальными метакомпетенциями обладают сегодня педагоги раннего детства. И фестиваль помогает нам, во-первых, посмотреть друг на друга, поделиться крупинками, пусть даже, инновационного опыта, принять или не принять что-то, потому что есть универсальное и есть в то же время индивидуальное, потому что помимо общего, базового, то, что является дидактикой, то, что является принятыми на сегодняшний день формами, методами, принципами и так далее, и все-таки индивидуальные решения. И это связано и со стилем общения с детьми, и с теми и уникальными технологиями, методиками, которые вы выбираете, которые вы сами начинаете конструировать, ориентируясь на те разработки, которые вам предлагаются и научным, профессиональным сообществом. Поэтому это реально очень творческая ситуация, очень творческая деятельность. И буквально несколько слов еще скажу в благодарность педагогам и организациям, которые откликнулись на приглашение стать инновационными площадками. Это всегда большой труд, это всегда очень сложно, потому что инновация не сразу принимается. Мы прекрасно знаем, опять же, это доказательно, то, что только 10% нового человек сразу готов принять, а к остальному нужно привыкнуть, присмотреться. И очень важно, чтобы новое совпадало с внутренним мироощущением, с внутренними представлениями о профессии, о возможности изменяться. И инновация – это всегда не только внедрение чего-то нового в свою деятельность, в свою сферу, но это готовность меняться самому. Поэтому благодарность тем, кто готов к таким изменениям, готов изменяться вместе с другими, готов изменяться вместе со всей площадкой раннее детство. У нас широкая профессиональная площадка для общения сегодня, поэтому на всякий случай назову. Республика Коми представлена очень достойно, очень красиво в составе сетевой инновационной площадки, которая действует на федеральном уровне в Институте художественного образования и культурологии Российской академии образования. И эта площадка называется так, довольно длинное название, но оно очень точно отвечает на запрос современного социума из семьи, воспитанию ребенка раннего возраста. Итак, это название. Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста. 14 образовательных организаций Республики Коми. Прекрасная команда. И в целом выступает как команда, ведомая, руководимая, вдохновляемая Хабаровой Татьяной Валерьяновной, вашим лидером неустанным. И, конечно же, каждая команда, кроме того, и уникальна. Поэтому вы готовы к тому, чтобы делиться своим опытом. И такие первые попытки уже представлены, в том числе в некоторых готовящихся новых книгах, например, методические рекомендации к программе «Теремок». Будет описано 2 опыта. Сейчас пока сохраню интригу, не буду называть. Буквально несколько фактов только для того, чтобы подтвердить то, что вы действительно в гуще событий. Вы в центре инноваций для поддержки развития педагогики о раннем детстве. Поэтому будем вместе, открываем наш путь в фестиваль, в
добрый путь. Фестиваль большой, целых 3 дня, 9 часов насыщенного общения. И, конечно же, продолжится это общение далеко за форматом намеченного времени. Со своей стороны тоже скажу, что я с удовольствием буду смотреть все представленные опыты, все зарисовки, все видеоматериалы, но что-то посмотрю в режиме реального времени, что-то потом в записи, потому что накладки, совпадения, где-то семинары, где-то лекции, где-то курсы повышения квалификации. Но знайте, что я с вами. Поэтому в добрый нам путь интереснейших находок, открытий. Вновь повторю эти слова. Будем сорадоваться, соудивляться и вместе делать профессиональные открытия. Всего доброго!